Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Через полгода у сегодняшних 11-классников начнется горячая пора, связанная с поступлением в учебные заведения. В Главном управлении МЧС России по республике готовы предоставить целевые места для поступающих в центральные вузы. На сегодня регион остро нуждается во многих специалистах. Где можно выучиться на сотрудника МЧС России, об этом и пойдет наш сегодняшний разговор. У нас в гостях в студии Дмитрий Крутин, инспектор управления кадровой воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по республике. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какие же учебные заведения занимаются подготовкой специалистов для подразделений МЧС? С давних пор для нас открыло двери одно из самых первых образовательных учреждений МЧС России – это Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. С 2013 года наши абитуриенты также поступают в Дальневосточную пожарную спасательную академию. Собственно говоря, Санкт-Петербургский университет дислоцируется у нас в городе Санкт-Петербурге. Дальневосточная пожарная спасательная академия дислоцируется на территории города Владивостока. Именно туда мы направляем наших претендентов, впоследствии тех, которые становятся курсантами этих образовательных учреждений. И, собственно, из этих молодых ребят впоследствии данные образовательные учреждения выпускают высококвалифицированных специалистов. А вот какие это специалисты, по каким направлениям ведется подготовка? На 2024 год Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России выделил нам места по направлению подготовки пожарной безопасности. То есть это специалисты, непосредственно участвующие в тушении пожаров и также локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дальневосточная же пожарно-спасательная академия выделила места по направлению подготовки техносферная безопасность, что также является образованием по направлению деятельности МЧС России. А вот поступить в вузы МЧС России может любой желающий, или для этого нужно обладать какими-то определенными качествами, состоянием здоровья, характеристиками? На данный момент требования к кандидатам, поступающих на обучение, это возраст не более 30 лет на момент поступления именно. Также кандидату предъявляются, как я считаю, суровые, но справедливые требования по физической подготовке. Помимо этого, кандидат должен сдать единый государственный экзамен по минимальным требованиям по таким предметам, как математика, русский, физика, либо же химия на выбор. Помимо этого, должен пройти психологический отбор. В связи с тем, что работа в МЧС России связана с определенным риском для жизни, требования к кандидатам именно с точки зрения психологического отбора довольно серьезные. По остальным деловым и морально-психологическим качествам кандидат должен быть нацелен на непосредственную службу в нашей суровой местности. То есть хочу еще раз заметить то, что район у нас довольно-таки суровый в плане климата, и кандидаты, которые проходят всю процедуру отбора, должны понимать, что им когда-либо, возможно, необходимо будет представлять МЧС России в таком районе. Ну, если обучение ведется по целевой программе, то действительно, скажите, а сколько лет идет обучение? Это программа специалитета или что-то новое появилось? По программе обучения Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС – это 5 лет обучения, это специалитет, да, вы все правильно говорите. Дальневосточная же пожарно-спасательная академия 4 года обучает. Само обучение проходит по базе служебной деятельности. То есть кандидаты, успешно поступившие, прошедшие отбор, становятся курсантами. То есть проходят службу на территории учебного заведения. Хочу заметить, что при
положительном рассмотрении их как кандидатов им присваивается первое звание, первое специальное звание – это рядовой внутренней службы. И с момента присвоения данного звания курсант полноценно проходит службу на территории образовательного учреждения. Дмитрий Владимирович, мы поговорили с вами о выпускниках 11 классов, а вот есть выпускники СУЗов, которые после получения среднего специального образования хотят тоже связать свою жизнь со службой в рядах МЧС России. Для них какие требования? Хочу ответить так. Требования к кандидатам, приходящих с СУЗов, в принципе, по своей основе не отличаются. Но будем честны, люди, которые проходят с среднеспециальных, среднепрофессиональных образовательных учреждений, они на момент подачи к нам документов уже имеют определенный багаж знаний по той или иной специальности. В связи с этим от них не требуется сдача ЕГЭ, но сдачу ЕГЭ образовательные учреждения заменили на сдачу вступительных экзаменов. То есть при поступлении они, в принципе, проходят ту же процедуру, что и выпускники 11 класса. Что же это за вступительные испытания? Это экзамен по профилю по билетам, тестирование или что-то другое? По большей части это обычное тестирование. То есть на знание базовых предметов. То есть мы все знаем то, что в первые годы обучения в том или ином среднепрофессиональном, среднеспециальном образовательном учреждении учащиеся или же студенты на тот момент в первые годы своей учебы проходят базу, которую рассматривают ученики 10-11 классов. То есть, в принципе, на момент окончания должны владеть теми же знаниями, что и даже больше, чем ученики школы. Еще около 10 лет назад самой популярной профессией считались юристы и экономисты. Сейчас происходит бум в IT-отрасли. А вот о профессиях МЧС России, о том, как стать врачом или служить в рядах полиции, говорят мало. Может быть, потому что не говорят о том, какие привилегии предоставляются для тех, кто пойдет учиться по направлению. В связи с тем, что эта тема не так хорошо раскрыта для кандидатов на обучение, то есть для молодых людей, перспективы в ней они просто не видят. Ну, то есть нет нужного человека, который мог бы довести до них необходимую информацию. Привилегиями является то, что при успешном зачислении их в образовательное учреждение они встают на полное обеспечение МЧС России. То есть им предоставляется полное обмундирование, трехразовое питание. Также им выплачивается денежное довольствие. При успешной сдаче сессий существуют дополнительные выплаты. Также в период окончания сессии им предоставляются проезды к месту проведения отпуска, также с оплатой багажа и тому подобных вещей по территории, собственно говоря, Российской Федерации. Я считаю, это ключевые привилегии, на которые следует обратить внимание. Скажите, а вот Главное управление МЧС России по республике проводит, может быть, какие-то профориентационные мероприятия среди школьников или студентов СУЗов? Да, конечно же, проводит. Нашими сотрудниками зачастую проводятся экскурсии по пожарно-спасательным частям. То есть молодых ребят, школьников инструктируют, дают потрогать, примерить на себя боевое обмундирование, полностью осмотреть боевые машины, на которых, собственно говоря, осуществляются выезды по чрезвычайным ситуациям. И тем самым зажигают хоть и небольшой, но огонек в сердцах, как я считаю, детей к тому, чтобы помогать своей родине с службой в МЧС. Если с целевым обучением все понятно, выпускнику потом предоставляется обязательное место работы.
А вот человек, который поступил только просто по своему желанию, куда может потом рассчитывать на трудоустройство? Так как после окончания образовательного учреждения он имеет наше профильное образование, мы в любом случае им заинтересованы. То есть кандидат имеет тот багаж знаний, который требуется МЧС России а именно Главному управлению МЧС России по Республике Саха-Якутия, для выполнения и поставленных и возложенных на него задач. Так что мы в любом случае заинтересованы им. Куда тогда может подать документы будущий абитуриент? И каким образом это сделать? Абитуриентам в первую очередь стоит подойти по адресу Кальвица 16/2. Это Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. 3-й подъезд, 2-й этаж. Там его уже сориентируют, как говорится, выдадут необходимый пакет документов, сориентируют, в какие учебные заведения возможно подойти, с кем переговорить, какие справки донести, где сдать нормативы по физподготовке. В общем, проведут его от А до Я. Дмитрий Владимирович, у вас также были напутственные слова для тех, кто планирует связать свою жизнь со службой в рядах МЧС России. Да, спасибо за слово. Хочу передать всем кандидатам, которые хотят или же хотели связать свою жизнь с МЧС России, чтобы они, в свою очередь, сделали этот осознанный выбор и связали себя с данной благородной профессией, как я считаю. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, за беседу. Я очень надеюсь, что после просмотра этого интервью у вузов, которые ведут подготовку по специальностям службы в рядах МЧС России, не будет отбоя от абитуриентов. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.